По программе модернизации здравоохранения республики все центральные и районные больницы обязаны обеспечить свой автотранспорт системой ГЛОНАСС. Как работает данная система в Ленске, смотрите в нашем сюжете. Скорая медицинская помощь в Ленске с прошлого года работает под спутниковым контролем. 10 автомобилей подключены к системе мониторинга на базе ГЛОНАСС. По словам главного врача Леонида Егорова, с началом внедрения системы возникали некоторые сложности с поставкой оборудования и его монтажом. Но с помощью фирмы Ставтрек Саха все проблемы в короткие сроки были устранены. И теперь в режиме реального времени я могу смотреть, где какая машина у меня ездит, куда она направляется. Система очень удобная для использования. Например, для диспетчера скорой медицинской помощи, который при поступлении вызова может, ориентируясь по местоположению на данный момент машины скорой помощи, определить более рациональное использование бригад скорой помощи. Система спутникового мониторинга помогает диспетчеру контролировать местоположение, направление движения и запас топлива каждой машины, а также ускоряет время принятия решения по отправке бригады скорой по вызову, что в свою очередь сокращает время приезда бригад медицинской помощи. В настоящее время система осуществляет контроль за 10 машинами медицинской помощи. Сегодня как главврач, так и диспетчер на мониторе фиксируют все передвижения машин. Также с помощью ГЛОНАСС можно воссоздать всю историю передвижения каждой машины в любой рабочий день. Пока же системой ГЛОНАСС оснащены только городские машины скорой помощи, так как в близлежащих наследках Витиме и Пеледуи в арсенале только по одной машине. Оборудование было приобретено и установлено за счет средств федерального бюджета. Установлены очень хорошие терминалы на ВИСЭТ-20, то есть с онлайн-позиционированием. Средняя стоимость приборов от 8 тысяч. Надо сказать, что установка системы ГЛОНАСС является обязательной не только для автомобилей скорой медицинской помощи, но и для пассажирского транспорта и грузовиков, перевозящих опасные грузы. Светлана Балеева, Александр Захария, НВК Саха, Ленск.